Здравствуйте! Сегодня мы почитаем стихи про кошек. И начнем мы со стихотворений Даниила Хармса «Удивительная кошка». Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. И еще одно стихотворение Даниила Хармса называется «Кошки». Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул: «Эй вы, кошки, пойдемте-ка со мной, пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой. Скорей пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет». «Ах, нет, — сказали кошки, — останемся мы тут». Уселись на дорожке и дальше не идут. А теперь почитаем Самуила Маршака. Перевод стихотворения Джанни Родари «Что читают кошки по воскресеньям». У кошек есть воскресная газета интересная, где в 3 столбцах не менее даются объявления. Ищу уютный теплый дом со старым креслом, очагом, без сквозняков и без ребят, что за хвосты нас теребят. Нужна сеньора средних лет для чтения книжек и газет. Условие: знание языков в соседних лавках мясников. Могу подвал или чердак от крыс очистить срочно. Знакомство ищет холостяк с владелицей молочной. Так целый день до темноты в любое воскресенье читают кошки и коты кошачьи объявления. Потом, газету уронив, подняв очки повыше, поют, мурлыкая мотив, что слышали на крышах. И еще Самуил Маршак в гостях у королевы. «Где ты была сегодня, киска?» «У королевы, у английской». «Что ты видала во дворе?» «Видала мышку на ковре». И еще тоже из английской народной поэзии разговор. Тетя Трот и кошка сели у окошка, сели рядом вечерком поболтать немножко. Трот спросила: «Кис-кис-кис, ты ловить умеешь крыс?» «Мур», — сказала кошка, помолчав немножко. Так, и Корней Чуковский «Катауси и Мауси». Это тоже перевод английской народной песенки. Жила-была кошка Мауси. Жила-была мышка Мауси. И вдруг увидала Катауси. У Катауси злые глазауси и злые-призлые зубауси. Побежала Катауси к Мауси и замахала хвостауси. «Ах, Мауси, 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 подойди ко мне, милая Мауси, я спою тебе песенку, Мауси, чудесную песенку, Мауси». Но ответила умная Мауси: «Ты меня не обманешь, Катауси, вижу злые-злые глазауси и злые-призлые зубауси». Так ответила умная Мауси и скорее бегом откатауси. А теперь я почитаю вам стихи Андрея Усачева. Поэт. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый с другим беседует котом. Вздохнул поэт: какой стишок! И подписался: Кот Пушок. Парашютист. Бесцельно кот бродил по кухне, а в кухне жизнь толстей и пухне. Но зонт увидев, понял кот,
Вот пропуск в парашютный спорт. Глядели кошки восхищенно, как он, кружась, летел с балкона. Махали дети из окна, а дворник молвил удивленно: коты летят, пришла весна. Вот такие стихи про кошек. А теперь мы с вами будем делать сами кошку. Вот такую. Это кошка в технике оригами. Вот чтобы сделать такую кошечку, нам нужен лист бумаги квадратный. У меня лист бумаги 20 на 20 сантиметров. Вы можете, в принципе, поменьше сделать. Главное, чтобы это был квадрат. Мы его складываем вот так, как углу, да? Вот. Теперь нам нужно найти середку. Ну, вы можете с линеечкой, да, вот здесь вот у меня она середочка. Вот я ее отметила. И теперь нам надо согнуть вот эти боковые стороны так, чтобы они как бы вот на одинаковом расстоянии от этой середочки были. Действительно, чтобы было легче, вы можете провести линию, да, вот здесь линейкой. Вам будет легче, а я без этого сделаю. Вот я сгибаю так, чтобы у меня получилось как бы от этой середки на одинаковом расстоянии, да, чтобы было загнуто. Вот, видите? Мы вот так загнули. Вот. Аккуратненько поправили. Теперь вот этот кончик верхний, да, мы загибаем вот так. Вот. Вот так мы загнули. Видите, да? И у нас получилась кошка. Мы теперь на ней фломастером или карандашом нарисуем глазки. Ну, у меня вот такие глазки, да? Легко рисовать. Получается такая забавная, да, кошка. Вот так вот можно только сделать. Такие глазки. Носик. Можете его красным сделать. Середки, да, кругленький такой. Вот такой носик. Под носиком сделаем мордочку. Вот так, да? Мордочку. И нарисуем усы. Ну, тоже можно черным или коричневым, каким хотите. Вот такие усы. Тут как хотите. Можете побольше, можете поменьше, как вам нравится, да? И у нас получилась вот такая кошка. Сейчас мы ее покажем нашей кошке. Ксюшка, пойдем посмотрим. Вот у нас такая получилась кошка. Так что сделаем ее тоже, да? Вот. Всего доброго.